Добрый день. Сегодня у нас в гостях член антикоррупционного комитета при Министерстве образования Татарстана, общественник Екатерина Матвеева. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Давайте перейдем, наверное, сразу к первому и наиболее актуальному вопросу республики: что делать с татарским языком. Насколько я знаю, родители школьников часто обращаются с подобными вопросами к вам. Как вы на него отвечаете? Я думаю, что, наверное, с ним не надо ничего делать, да, потому что каждый родитель определяет, какой для него родной язык является, потому что в последнее время пришел ответ из Министерства образования Российской Федерации, где в качестве родного языка можно выбрать из 3 вариантов. Это татарский язык, то есть родной, да, для многих татароязычных населения Республики Татарстан, язык Республики Татарстан и язык Российской Федерации, то есть русский. Поэтому здесь должен каждый родитель определить, какой для него является язык родным для обучения, и написать заявление на изучение этого языка. То есть сейчас пытаются как-то политизировать, да, эту тему, но это в принципе неправильно. Знаем, что сейчас проходят проверки прокурорские, и уже по некоторым школам есть результат. Допустим, в Ахитовском районе в 51-й школе уже вынесли представление на имя школы для того, чтобы устранили нарушения, а именно собрали согласие добровольное на изучение татарского или русского языка. А как на деле чаще всего происходит в школах? На данный момент сейчас дети еще занимаются татарским языком и пытаются фальсифицировать даже результаты в школах. С чем это связано? Из дневников электронных исчезает такой предмет, как татарская литература, или пишется литература просто, да, то есть, естественно, у родителей возникают вопросы, почему расписание поменялось, по факту татарский язык остался. Затем родителям начинают подсовывать различные документы, подписывать на подпись, что их родной язык является татарский. Запугивает тем, что у нас есть ЕГЭ, ОГЭ по татарскому языку обязательные, которые должны дети сдавать, и для этого им необходимо срочно татарский язык изучать. Хотя по факту такого экзамена у нас нет. У нас есть обязательные — это русский и математика, и 2 предмета на выбор. В принципе, татароязычные родители и дети могут выбрать в качестве этого предмета татарский язык, но это не значит, что каждый его должен сдать, и как-то эта оценка повлияет на аттестат. Почему вообще возникает такая ситуация? Зачем это школам? Ну, то есть, если изучение языка добровольно, зачем школам это принуждение, как вы думаете? Что за этим стоит? Сейчас все спускается из Министерства образования Республики Татарстан. Если 1 сентября они на своем сайте еще опубликовали материал, что нет, сначала они опубликовали материал по словам Путина, то есть, что язык должен изучаться добровольно. Но 7 сентября у них появилось как раз это разъяснение, на основании которого они пишут, что русский, татарский у нас дети обучаются в равном объеме, и татарский язык обязателен для обучения всем школьникам Татарстана. Вот это вот разъяснение было направлено, похоже, по всем учреждениям дошкольным, потому что ответ у нас, сейчас вот родители пишут заявление, ответ к ним приходит аналогичный. То есть можно взять из разных городов Республики Татарстан эти ответы и сравнить, они в один с этим разъяснением от Министерства образования Республики Татарстан. То есть вот эти ответы сейчас родителям надо взять и прикрепить их к заявлению в прокуратуру. Лучше писать через Генеральную прокуратуру, потому что проверка будет в октябре по добровольности изучения татарского языка. А почему родители, в принципе, выступают против этого? Мы живем в Татарстане, татарский язык — это, что бы мы ни делали, это в любом случае часть нас. Сохранение национальной идентичности, какие-то традиции, улицы называются именами татарских деятелей. Почему против-то?
не то, что против татарского языка, татароязычного населения, да, но давайте возьмем даже пример Казани. Да. Здесь у нас живут русские, татары, другие национальности. У нас очень много смешанных браков. И каждому говорить, что его родной язык – это татарский, это в принципе неправильно. То есть родитель должен выбрать сам, какой для него язык родной. А нам сейчас навязывают именно то, что наш родной язык, если ты живешь в Татарстане, то твой родной язык – это татарский. Хотя это в принципе неправильно. Вот, допустим, я считаю себя русской, и мой язык родной – это русский. На основании какого, скажем так, закона, да, и какого права, хотя у нас прописано это в Конституции Российской Федерации, в законе об образовании Российской Федерации, что каждый родитель определяет сам, какой для него родной язык и на каком языке будет обучаться его ребенок. Поэтому считаю, что здесь корни неправильно навязывать другой язык, другую культуру, хотя все, скажем так, жители Татарстана, да, они так или иначе соприкасаются, и какой-то вражды вообще не должно быть между национальностями. То есть сейчас вот это вот пытаются как-то даже разжечь, да, какой-то конфликт, но я считаю, что этого нельзя делать. Во-первых, мы все, даже вот мое поколение, да, когда мы учились, у нас даже в азбуке было «Моя страна – это Россия». То есть она многонациональная, да. Сейчас что мы видим даже в азбуках в Республике Татарстан, что Татарстан – это отдельное государство. То есть это в принципе неправильно, потому что мы субъект Российской Федерации. И здесь необходимо относиться ко всем членам, гражданам Татарстана, да, и учитывать их потребности, и учитывать их мнение необходимо. И к тому же, если говорить о том, почему это делается, то здесь крутятся очень большие бюджетные деньги. Допустим, тот же самый единый республиканский экзамен, да, вот, который сейчас проходит у нас, он же проходит не бесплатно, то есть, естественно, здесь заложены какие-то бюджетные деньги, естественно, всех вынуждают идти и делать вот эти, да, то есть здесь работает целый коллектив, скажем так, работников, которые заняты оценкой как раз этого единого экзамена по татарскому языку. Или почему школы у нас так агитируют против, да, добровольности? Родители у нас сейчас смотрели, что на сайте, да, допустим, у нас есть 20 учителей татарского языка в одной школе и 6 учителей по русскому языку в той же школе. Получается соотношение 20 к 6. И при том учителя татарского языка у нас получают намного больше, то есть у них есть надбавка за знание татарского языка. Но если взять учителей того же английского языка, то почему у них нет той же надбавки? Да? Они тоже знают другой язык. Я считаю, это в принципе неправильно, то есть это нарушение трудового законодательства. Поэтому здесь заинтересованы все. Поэтому начинается вот эта вот какая-то суета, да, начинаются вот эти подделки документов. А подделки документов мы их видели, потому что я год выезжала по районам Республики Татарстан от аппарата президента Республики Татарстан с антикоррупционной комиссией. И мы видели, как подделывают эти документы, их печатали прямо при нас. То есть они отходили в соседний кабинет, делали какие-то распечатки, да, согласия от себя. На изучение татарского? Нет, они там на дежурство писали. То есть мы увидели, что дети дежурят в столовой, но без согласия родителей это запрещено. Когда мы увидели этих детей, мы спросили, как бы, есть согласие? Они говорят, есть. Они пропали у нас на 30 минут, написали сами это согласие, от имени родителей подписали, принесли эту бумагу нам, да, как проверяющим, можно сказать. Показали эту бумагу. Я говорю, принесите личное дело, пожалуйста, данных учеников. То есть там есть заявление родителей, есть подпись родителей. Сверяешь, две разные вещи. То есть сейчас мы понимаем, что прокуратура у нас может получить такие же аналогичные отписки, составленные, может быть, даже не родителями, а составленные теми же учителями, теми же директорами и теми же заведующими. То есть мы этого опасаемся. И, знаете, такая ситуация была тоже в Башкирии, когда
шла прокурорская проверка, родительница пошла ознакомиться с документами, и она увидела собственное заявление, которое она даже не подписывала на согласие изучения башкирского языка. То есть сейчас родители предупреждаем, что могут быть фальсификации документов, что необходимо идти и знакомиться с этими документами в прокуратуру для того, чтобы не было просто подделок, потому что заинтересованы абсолютно все для того, чтобы остался именно этот татарский язык в планах, да, то есть были эти добавки к заработным платам, то есть были эти учителя, потому что все уже выстроено за 25 лет, да, как оно вот есть, и никто не хочет этого как бы менять. Да, но мы увидели, что нарушения они есть и в школах, там заменяют русский язык и литературу на татарский язык и на татарскую литературу. То есть по факту должно быть 5 русского языка и 4 литературы. Что мы имеем в Татарстане? У нас 3 русского языка и 2 литературы. То есть получается, что должно быть 9 предметов, да? А у нас получается 5 предметов по ВГОСу и 5-6 предметов по татарскому и татарской литературе. То есть здесь идет нарушение, и именно образовательная программа вся поменена у нас в Татарстане. И мы такую аналогичную ситуацию заметили и по детским садам. То есть они не очень много говорят, но тем не менее это тоже проблема. У нас в садиках обязательно должны быть занятия художественно-эстетического направления. То есть это лепка, рисование, аппликация, но они тоже все заменены татарским языком и татарской литературой. То есть прям все? Нет, там осталось, нет, в некоторых садах смотришь, вообще нет их. То есть этого направления нет, они ушли в кружки, хотя это недопустимо. Вот. Но вчера, да, буквально родители выложили свое расписание по 156-му детскому садику города Казань, где видно, что татарской группы и русской группы. В татарской группе 4 занятия по рисованию, лепке, аппликации, да, то есть по этому направлению. В русской 2 всего. В татарской группе 2 родных языка, а в русской это 1 родной язык, я так подозреваю, что русский язык, да, и 3 занятия по татарскому языку. То есть получается уже изначально здесь идет дискриминация. То есть одним преподают по ВГОС, другим преподают с нарушением этих стандартов. То есть это в принципе неправильно, это нарушение всех ГОСТов. Насколько я понимаю, вы на этот счет также пытаетесь прийти к единому консенсусу с татароязычным населением, там, будь тот же самый ВТОЦ и так далее. Вы неоднократно встречались, обсуждали эту проблему, насколько я знаю, проводили круглые столы. Нашли ли этот консенсус? Консенсус не нашли, потому что, во-первых, что они предлагают? Изучать дальше татарский язык как родной, и почему-то они ассоциируют его с Каталонией, что там 150 лет его язык изучали, да, и выучили наконец. То есть они нам предлагают еще 125 лет изучать этот язык, и, может быть, когда-нибудь мы его выучим. Но давайте поговорим о том, что русский язык – это больше возможностей. Мы же не будем только ограничиваться Татарстаном, где у нас есть татароязычное население. Мы можем выехать за пределы. Наши дети могут поехать учиться, допустим, в Москву. И им необходимо знать русский язык для того, чтобы полноценно общаться и работать. Поэтому ограничивать собственных детей в таких возможностях тоже считаю неправильно. Ну, как я понимаю, вы не настаиваете все-таки на том, чтобы в принципе исключить татарский язык. Об исключении его никто не говорит, как нам пытаются это навязать, потому что родной язык в компонентах он остается. Единственное, что родители должны выбрать, что они хотят изучить: татарский язык либо русский язык. Все, то есть здесь о том, что говорят, что этот язык пропадет из школьной образовательной программы, это неправильно.